Правительство рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей. Налоговики рассчитывают, как понижение налога отразится на доходах казны и насколько существенным это окажется для бизнеса. На сегодня рассматриваются различные сценарии не только по снижению НДС. Базовый вариант поставки составляет 10%, но окончательных расчетов пока нет. Федеральная налоговая служба сейчас изучает общеотраслевую налоговую нагрузку и рассчитывает, каким должно быть снижение ставки НДС. Однако Министерство финансов не поддерживает эту идею. В Минфине считают, что рестораны и отели не настолько уж пострадали от пандемии и не находятся в плачевном состоянии. Минэкономразвития, в свою очередь, считает, что требуются дополнительные меры поддержки отрасли. Тем временем около 1,5 миллиона юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств прекратили свое существование в 2020 году, а это почти каждый пятый бизнес. Такой показатель стал рекордом за последние 6 лет. Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 36%, почти на миллион. Упраздненных юридических лиц оказалось почти в 2 раза меньше – 548 тысяч фирм. Эксперты отметили, что закрытия связаны с последствиями пандемии, а также с переходом на самозанятость. Массовое закрытие индивидуальных предприятий связано с тем, что у малых и средних предпринимателей запас прочности для преодоления кризисных явлений небольшой. Увеличение стоимости смартфонов, планшетов и другой бытовой отечественной электроники ждет россиян. Это объясняется дефицитом полупроводниковых микросхем на мировом рынке. Возможно, что электроника подорожает на 50%, считают в российских компаниях. На складах поставщиков на десятки процентов завышаются цены редких компонентов. Также приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей по всему миру. Растут инвестиции в редизайн продукции, который позволяет собирать устройства из доступных материалов. Расходы на закупку комплектующих выросли на 20-30%. Рост издержек компании неминуемо приведет к росту конечной стоимости продукции. Отдельные компании уже подняли цены на свои товары и говорят о дальнейшем их подорожании. В Национальном агентстве развития квалификаций проанализировали ситуацию на рынке труда в начале 2021 года. В условиях пандемии наиболее востребованными стали специалисты в сферах продажи, строительства, логистики и медицины. Так, в топ-20 востребованных профессий сейчас входят специалисты сферы продаж, работники профессий, связанных с логистикой, а также разнорабочие, грузчики и кладовщики. По данным сайтов по поиску работы, рейтинг вакансий возглавили менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. На 4-й строчке оказались операторы колл-центра. Также повышен спрос на бухгалтеров, поваров, медсестер, водителей-экспедиторов. Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации. Как отметили авторы инициативы законопроекта, в российских городах есть огромное количество гаражей, права на которых фактически не оформлены. Это не позволяет владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению. Не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию многих гаражей, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения. Как правило, проблема вызвана отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи. Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены эти гаражи.